Экс-глава Национального энергетического управления Китая Нур Бекри был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в получении взятки. Бекри являлся одним из высокопоставленных уйгурских чиновников в правительстве Китая. В официальном отчете Верховного народного суда, опубликованного в социальной сети Weibo, пишется, что Средний народный суд города Шиньян выяснил, что Нур Бекри, занимавший различные правительственные должности с 1998 по 2018 год, получил взятку в размере 79 миллионов от большого числа компаний и частных лиц. С 2008 по 2014 годы Бекри занимал пост губернатора Восточного Туркестана, а с декабря 2014 по октябрь 2018 работал директором Национального энергетического управления. Заявление Бекри, отметившего, что политика правительства полностью в пользу народа, вызвало волну гнева среди уйгуров. Политика ассимиляции китайского правительства в отношении уйгуров продолжает вызывать осуждение мирового сообщества. Кальбинур Турсун, которая переселилась в Турцию из Восточного Туркестана из-за опасений за жизнь своего ребенка, лишилась мужа и 5 детей. Один из ее детей был запечатлен на видеозаписи в ТикТок, в котором повествуется о концентрационных лагерях. Для сохранения жизни 6-го ребенка Кальбинур Турсун и ее супруг Абдурахим Рози прибыли в Турцию в 2016 году, доверив попечительство остальных детей своим родственникам. После благополучного выезда в Турцию отец семейства вернулся на родину, чтобы вывести остальных детей. Однако после оформления паспортов и покупки билетов Абдурахим Рози был задержан китайской полицией. Государственный бюджет Гонконга, являющегося одним из финансовых центров Дальнего Востока, переживает дефицит впервые за 15 лет. Министр финансов Гонконга Пол Чан сообщил, что налоговые поступления сократились из-за падения объема торговли, в частности розничных продаж. По его словам, экономика региона сократилась на 1,3%. С другой стороны, поток китайских граждан в Гонконг сократился на 46%. Многие жители региона подают заявки для получения тайваньского вида на жительство. Согласно анализу английской технологической компании Comparitech, городом с самым высоким количеством камер безопасности на душу населения является Чунцин, расположенный на юго-западе Китая с населением свыше 15 миллионов человек. В Чунцине функционирует около 2 миллионов 580 тысяч камер наблюдения. Это значит, что каждая камера следит за 6 гражданами. Согласно списку компаний, охватывающему 120 городов, в Стамбуле с аналогичным населением насчитывается 107 тысяч камер. На каждые 1000 человек в Стамбуле приходится 7,15 камер. В списке компаний город находится на 25-м месте. Россия готовится разместить свою национальную энциклопедию в интернете в качестве альтернативы огромной онлайн-энциклопедии Википедия. Работа началась после того, как президент Владимир Путин заявил, что Википедия ненадежна и должна быть заменена чем-то другим. В заявлении правительства подчеркивается, что эта инициатива позволит общественности получить доступ к постоянно обновляемой информации из научно обоснованных источников. В прошлом месяце Путин предложил использовать вместо Википедии электронную версию Большой русской энциклопедии, которая является продолжением главной энциклопедии Советского Союза.